которая сопряжена последние 300 лет с антиколониальной борьбой, она обуславливала то, что у чеченцев вырабатывалась определенная военная тактика, можно сказать, даже в некоторых случаях, особенно в XIX веке, она приобретала формы какой-то военной доктрины, то есть набор таких тактических мероприятий в ходе военных действий. Особенно когда боевые действия приходилось часто осуществлять без артиллерии. Артиллерия играла очень большую роль, и это отражалось на том, как эти боевые действия ведутся чеченцами. И, естественно, все эти обстоятельства заставляли работать мозги, если говорить так буквально, банально. И в этом смысле у нас появилась целая плеяда выдающихся предводителей, которые постоянно весь свой интеллект направляя на компенсацию тех нюансов, которые обуславливали сложные обстоятельства боевых действий чеченцев, отсутствие регулярной армии, отсутствие артиллерии, отсутствие, соответственно, экипировки и всего прочего. Появилась у нас такая плеяда предводителей с хорошим, с искусственным даже военным мастерством. И если поставить такой топ-5 предводителей, полководцев, чеченцев, подразумевая под этим топом и тактические какие-то действия, их и ноу-хау, скажем, военные, которые они применяли и внедряли в военное дело, то можно начать с хронологически, чтобы было по порядку. Можно сказать в первую очередь о личности шейха Мансура. Мы знаем, что шейх Мансур на политической арене, скажем так, его фигура резко возникает и врывается в 1785 году, и сразу же начинаются с боевых событий. Это появление отряда Пьери, в Алдах, сожжение алдов и боевые действия, которые там происходили. Это 1785 год, это поздняя весна-лето. И если говорить об новшествах, которые были применены, и действиях оригинальных каких-то, которые были применены шейхом Мансуром, мы знаем, что несколько походов в направлении Кизляра было совершено им, и во время одного из этих походов, это лето 1785 года, им, прежде чем дойти до крепости, необходимо было преодолеть Каргинский редут. Это такое укрепление. И чеченцы впервые сталкиваются тогда с каким-то серьезным укрепительным оборонительным сооружением. Опять же, артиллерии нету, опять же, боевого опыта нету. И что делается в этой ситуации? То есть там было много различных приемов, но что было интересно, поскольку эта тактика в дальнейшем повторяется у шейха Мансура, он сжигает строение, которое находится на определенном расстоянии от укрепления. То есть на редуте имеются пушки, и на том расстоянии, на котором эти пушки не достигают войска Мансура, они начинают поджигать строение. И конкретно, когда речь идет об штурме Каргинского редута, этот огонь, ветер там дальше подул в сторону редута, видимо, они этот момент обнаружили, просчитали это, и огонь стал постепенно перемещаться по другим близлежащим строениям, наконец дошел до редута, и в какой-то момент взорвался пороховой погреб у редута. И сам редут тоже, соответственно, был уничтожен таким образом. И эта тактика, она впервые была им применена при штурме Каргинского редута. А потом уже она была повторена шейхом Мансуром во время штурма крепости Григория-Полис. Это в конце июля 1785 года, тот же самый год. Опять же, они подожгли конюшни, там были разные строения, естественно, конюшни, казарменные сооружения. Подожгли опять близлежащие строения, но в данном случае, прикрываясь огнем, прикрываясь дымом от пылающих зданий, начался штурм крепости. И когда дым, когда какие-то зрительные препятствия возникают, нет возможности вести прицельный огонь ни у артиллерии, ни естественно, у стрелков. И таким образом эта тактика второй раз им применяется, и она достаточно успешно применялась им и в дальнейшем. Но если говорить о таких военных ноу-хау, тактические, можно сказать, что рассыпной строй, который применялся шейхом Мансуром, он впервые использован, это в ноябре, в самом начале ноября 1785 года, когда шейх Мансур столкнулся с отрядом полковника
Нагеля у крепости Татартук. Это границы современной Осетии и Кабардино-Балкарии. Это Ильхотово, вот это направление. Там произошло столкновение, и здесь впервые применяются два очень оригинальных ноу-хау. То есть новшества, военные тактические новшества, применяемые шейхом Мансуром. Что он делает? Опять же, у противника преимущество артиллерии. Опять же, речь идет об открытой местности, то есть это не лесополоса. И для того, чтобы сохранить человеческий ресурс, что применяет шейх Мансур? Какую тактику? Поскольку артиллерия, когда противник движется с одной стороны, она фокусирует свой огонь и может нанести максимальный урон, шейх Мансур начинает движение на противника с различных сторон, то есть с многих сторон. То есть он рассредотачивает строй, и, соответственно, артиллерийский удар тоже рассредотачивает и минимизирует урон от артиллерии противника. Это раз. Этим он не ограничивается. Второе, что здесь шейх Мансур применяет, он использует впервые щиты. Казалось бы, конец 18 века, нет, он применяет щиты. Это были сколоченные деревянные бревна, двумя рядами поставленные, и между ними была земляная насыпь, то есть землю насыпали туда. И, соответственно, естественно, во-первых, от ружейного огня защищал такой щит, а во-вторых, и от ядер пушек тоже в определенной мере эти щиты служили защитой. И утверждается, что в этом бою шейх Мансуром было использовано 50 щитов. То есть это тоже было такое ноу-хау военное со стороны шейха Мансура. А в этом смысле шейх Мансур, как, скажем так, дебютант крупных военных действий в современной истории Чечни, можно сказать, что этот человек разработал огромное количество или первые шаги сделал каких-то тактик, и вообще, вот как мы перечислили, много новшеств ввел. У него впервые появляются конные разъезды, то есть это как такой небольшой отряд авангард, который идет впереди войска и разведывает территорию. То есть если где-то устроена засада, западня, они заранее этот момент обнаруживают, эту секретку, и докладывают об этом руководителю, чтобы он предпринял определенные меры. Потом вот существовала такая господствующая доктрина построения каре у пехотных полков. Вот, кстати говоря, Томский полк, по-моему, с которым пришлось шейху Мансуру столкнуться, и это построение, когда было продемонстрировано, это был Томский полк, если я не ошибаюсь. Так вот, что такое каре? Это построение пехотного какого-то полка в форме квадрата. То есть это 1, 2 или 3 ряда людей с ружьями. То есть первый ряд, внешний ряд этого четырехугольника, он сидит, чтобы дать возможность второму ряду, стоящим людям с оружиями, чтобы они тоже могли одновременно с ними или сразу после них вести залп без риска нанесения ущерба собственным соратникам. Это построение в пехотных войсках. Да, оно было широко распространено и не только в конце 18 века, но и в 19 веке постоянно применялось. То есть это такая господствующая такая тактика была. И в этом смысле она считалась очень эффективной. Но, как мы видим на примере шейха Мансура, ему, допустим, при столкновении с Томским полком, который применил вот это построение каре, ему удалось не только нанести ему урон, но и стеснить его обратно в укрепление, из которого этот полк вышел. Бейбулат Таймиев — это еще одна выдающаяся личность в истории Чечни, полководец. И если говорить об его основном, естественно, сталкиваясь с различными ситуациями, он проявлял разносторонние воинские, полководческие качества, но в первую очередь он историком военного дела известен как кавалерийский гений, то есть гений кавалерии. Он был предводителем всадников, и, как это видно, вот, допустим, Ермолов называл чеченскую кавалерию под его руководством сильной чеченской конницей. Естественно, Ермолов никогда не был богат комплиментами в адрес чеченцев. Когда он высказывает подобные мнения, это говорит о том, что действительно человек, скажем так, завоевал этот комплимент и этот эпитет. И Бейбулат Таймиев, вот основная его военная карьера, крупная военная карьера, она в первую очередь связана с походом Булгакова в 1807 году, чеченский поход его. И
Если говорить о новшестве, вот какую тактику применяет Бейбулат? Опять же, мало того, что мы сказали, что у царских войск было преимущество в виде артиллерии, в виде экипировки, там, регулярных войск и так далее. Мало этого. Дело в том, что после наполеоновских войн в мире появляется новшество, артиллерия начинает картечью стрелять. То есть это, скажем так, осколочные ранения, да, колоссальные ущерб и урон наносил противнику, который приближался к нему. И в этом смысле первое столкновение Бейбулата Таймиева, когда он впервые обжегся в сражении с противником и столкнулся с картечным боем, это событие 1818 года, когда Ермолов как раз-таки начал экспедицию с целью строительства крепости Грозной. И вот подполковник, по-моему, еще тогда Велиминов, значит, по поручению Ермолова, дал сражение Бейбулату Таймиеву в районе современного поселка Старая Сунжа. Там был аул, который назывался Хачхи, там Агачи или Агачки, вот такое вот название на русском на картах. Это вот рядом со Старой Сунжей есть речка, на картах она называется Нефтянка, сейчас называется, по-чеченски называется Хачхи. И вот в этом сражении Бейбулат Таймиев, естественно, руководивший кавалерией, пехотой, не ожидая вот этого новшества, вот этого картечного боя, впервые они с ним тогда столкнулись. И с этого момента вот мы, как историки, наблюдаем, что начинается со стороны Бейбулата Таймиева. Он начинает тактику войны на утомление. То есть, опасаясь столкновения на открытом пространстве, первые годы своей борьбы с Ермоловым, они переходят к войне на утомление. То есть, что это такое? Они создают множество мелких отрядов, которые на протяжении всех боевых действий постоянно, если противник устроился лагерем, непрекращающееся нападение на лагерь, то есть, естественно, подготовить артиллерию ничего не может, они отдыхают. Значит, укрепление противника, несколько укреплений одновременно или поочередно в разных местах происходит, опять же, нападение на эти укрепления. То же самое касается, если отряды находятся на фуражировке, заготавливают провиант или заготавливают дрова, то есть постоянно вот такие вот нападения, утомляющие противника. То есть это война на утомление, скажем так. Вот одна тактика, которая им применяется. Еще одна тактика — это маневренная война. После приобретения большого опыта, вот с 1818 по 1825 год, можно сказать, назвать периодом наращивания опыта войны с Ермоловым. И вот к 25 году уже начались явные проявления маневренной войны. То есть, во-первых, Бейбулат Таймиев впервые создает регулярную ячейку войсковую. Он создает полк в 500 человек, который, кстати говоря, дислоцировался вот в районе Сюиркварта современного, там, где сейчас там полк находится, на выезде из Грозного в Пригородное. Вот, приблизительно там есть место Теми Бейбулатан Балятин Меттик, так и называется. Вот там его регулярный полк, считается, находился. И я просто приведу эпизоды. Вот август 1825 года. Как Бейбулат показывает мастерство. Он собирает отряд в 120 человек. Вот представьте себе, что такое 120 человек против крепости Грозной тогда. Делит его на две группы, по 60 человек. Одну группу он инструктирует таким образом, чтобы эта группа напала со стороны станицы Мамакаевской, то есть это приблизительно современный Ставропольский район. Если представить, что Грозная стояла вот где-то в районе нынешней резиденции крепости, вот со стороны Старопромысловского района группа в 60 человек нанесла удар по люнету, это как часть сооружений комплекса Грозной, и гарнизон крепости, внезапно застигнутый врасплох, он перемещается в ту сторону и начинает оказывать сопротивление вот этим 60 чеченским бойцам. В это время другие 60 человек внезапно врываются в крепость с другой стороны. Это уже нонсенс, то, что они пробрались в крепость Грозную. 60 человек, это невероятно маленькие масштабы, когда речь идет о таких сооружениях. Врываются в крепость Грозную, захватывают казарменные помещения, там часа два или несколько часов проводят перестрелку.
И после этого, когда выходит из крепости, сносят ворота крепостные и выходят соответствующим образом. И самое интересное, вот это вот событие августовских 1825 года, штурм крепости Грозной, ни одной жертвы со стороны чеченцев. Только раненые, около 10 человек раненых было. Это было показательное выступление, и в этом смысле это очень интересный президент был. Но вот, допустим, в октябре, 26 октября 1825 года, опять же, по-моему, подполковник тоже тогда еще Сарачан по поручению Ермолова направляется в сторону Ханкальского ущелья и с целью разорить местный чеченский аул. По-моему, Шоуда, по-моему, назывался он. И здесь его, опять же, встречает Бейбулат Таймиев. И происходит сражение, вот если, представьте себе, вот фильм «Храброе сердце», мы помним. Вот там был один очень интересный инцидент, эпизод, который там описывает, что там произошло. Там с одной стороны ирландцы, с другой стороны шотландцы, и британцы используют ирландцев. И в какой-то момент ирландцы, которые первые шли на шотландцев, они прекратили атаку, еще даже не совершив наступательные действия, вдруг остановились и стали здороваться с этими шотландцами. Да? То есть они как бы побратимы, друзья. То есть совсем неожиданная картина для английской стороны. Так вот, дело в том, что полковник Сарачан, кроме кавалерии, кроме пехоты, кроме артиллерии, там, кроме казаков, у него в отряде были насильственно мобилизованные с Притерича чеченцы. Это была умышленная попытка Ермолова и его команды как бы стравить чеченцев между собой. И что происходит? Вот Сарачан, когда дает сражение Бейбулату Таймиеву, в первую очередь, вот как в фильме «Храброе сердце», они отправляют в авангард чеченский отряд. Чеченцы впереди, значит, дальше вторая шеренга или второй ряд, там идут казачьи пехотные, пластуны их, по-моему, называли, казачий пехотный отряд. И в какой-то момент чеченцы резко остановились, развернулись и пошли обратно, опрокинув казаков, которые шли прямо за ними. То есть это явно был эпизод, как в фильме «Храброе сердце». В этот момент сразу же Бейбулат Таймиев направляет кавалерию на войска Сарачана, и происходит схватка. Кстати говоря, вот я могу прочитать цитату. Василий Подто, по-моему, писал, вот цитата: «Давно невиданная в Чечне кавалерийская схватка происходит там». В итоге Сарачан спешно отступает в крепость Грозную. Вот еще такой яркий эпизод был. Ну и, наконец, 30 января 1826 года. Тоже очень яркий эпизод, связанный уже со столкновением Бейбулата Таймиева непосредственно с генералом Ермоловым. Ермолов тогда поступил к аулу в Чахкири. Вот кто ездил в Аргунское ущелье, в Шатойский район, сразу при входе в Аргунское ущелье там вот эти вот естественные природные врата, Березбага они называются, волчьи ворота. И сегодня там ближайшие аулы, вот это Дубаюрт, чуть в стороне Алхазурова, там дальше Чишка идет. Вот на месте входа в Аргунское ущелье с правой стороны от Аргуна на правом берегу находился аул, который назывался Чахкара. И вот как раз-таки в 1826 году этот аул еще существовал. Чахкири его на документах он фигурирует под этим названием. И, значит, Бейбулат не стал защищать аул. Вот мы дальше увидим, почему это происходит. Это день, когда густой туман. Что делает Ермолов? Отдает приказ сжечь аул. Это очень часто применяемо им было. Они сожгли аул. И что происходит? Отряд, который сжег аул и возвращается по пути, вот один момент. Основной отряд Ермолова, который вот с другой стороны, это правый берег Аргуна, все. И дым от пылающего Чахкири, он смешался с густым туманом. И картина оказалась настолько, все это смешалось настолько, что чуть ли не в кромешном мраке они оказались. Настолько видимость оказалась нулевая, что, как пишет сам Ермолов, один только, цитата, «ужасный крик». Вот это же он эмоции свои в своих мемуарах выражает. Один только ужасный крик, это конец цитаты, выражение «ужасный крик», выдало, то есть показало, что чеченцы подступили к ним. То есть они внезапно, Бейбулат подошел, и как только они сблизились, первое, что делает Бейбулат,
это нейтрализует кавалерию Ермолова. Сразу по казачьему конному отряду нападают чеченские кавалеристы. И здесь происходит опять же то, что очень необычно. Чеченцы опрокидывают с седел казачьих кавалеристов, то есть всадников. И вот Ермолова, цитату. Я почему эти цитаты зачитываю? Никогда этот человек не делал какие-то комплименты чеченцам, только презрительные отношения. Презрительные не потому, что у него был повод, а просто из-за своего высокомерия. И когда мы в мемуарах Ермолова обнаружим вот эти вот цитаты, они очень ярко выражают эмоциональный стресс, который он испытывает. Вот он пишет: редко видят сие кавалеристы, то есть чтобы чеченцы опрокинули казаков с седел, то есть они выпали с седел своих. Хотя они редко и говорят о шоке, конец цитаты. Вот так скромно выразил свое недоумение и разочарование в связи с этой ситуацией Ермолов. Итак, сразу после того, как был нанесен удар по чеченскими кавалеристами по кавалерии Ермолова, после этого сразу же уже вторая волна, как бы получается, это волнообразное наступление. У нас чеченская пехота наносит удар по царской пехоте, то есть это второй удар. И далее, не давая передышки, сразу после этого наносится третий удар чеченцами, то есть третья волна наступления. И вот этот третий удар, Ермолов, если опять же процитировать, он пишет: третье нападение было сильнейшее и продолжалось долее, пишет Ермолов в своих мемуарах. То есть это мы наблюдаем уже тактические действия, это какие-то маневренные сочетания кавалерии, сочетания пехоты, какие-то этапы действий, основной отряд, авангард там, и так далее. То есть в этом смысле это вот такой краткий обзор того, что можно бегло сказать по военным, по тактическим действиям и новшествам Бейбулата Таймиева. Следующий у нас по хронологии это Шоиб Молла. Это выдающийся чеченский полководец, человек, о котором лестно назывался император России Николай I, и человек, чин которого приравнивался к генеральскому званию, то есть его полноценно справедливо принимали как генерала войск имамата. И в 1841 году, вот один из ярких прецедентов, касающихся Шоиб Моллы, в 1841 году его соплеменников, которые отправились в село Хошкал до Кашкильды на свадьбу, их пленили и отправили в заключение в крепость Кизляр. И в этой ситуации Шоиб Молла обратился к Шамилю с тем, чтобы он дал ему пушки для того, чтобы нанести внезапный удар и вызволить своих соплеменников. Но Шамиль не только отказал ему, но еще и стал упрашивать, с тем, чтобы он отказался от этой затеи. Ну, Шоиб настоял на своем, отправился без пушек, недовольный, отправился без пушек и внезапным ударом не только сумел вызволить своих соплеменников, но еще и захватить трофейные орудия. И вот у нас описывается такой прецедент, когда на высоте Хьет-Шонкорт Шоиб Молла разместил свои орудия и стал залп давать в сторону столицы имамата, то есть там, где находился Шамиль в тот момент. И вот описывается, что в ставке у Шамиля паника, как-то незаметно вдруг противник оказался, то есть они подумали, что это царский отряд, оказался на высоте Хьет-Шонкорт, то есть в самом сердце Нохшмака или Ичкерии, как писали тогда. А Шамиль, сразу смекнув, что происходит, сказал своим подчиненным: успокойтесь, это Шоиб Молла говорит мне, что ему больше не нужны мои пушки. Вот такой прецедент описывается. И вообще Шоиб Молла Павленко, выдающийся советский писатель, он перед тем, как написать свои произведения, проводил исторические исследования и собирал материалы, не ленился ездить в регионы, расспрашивать людей, очевидцев, современников. И именно он считается, что он называет Шоиб Моллу маршалом лесной войны. То есть это справедливо комплимент, но с одной стороны и не комплимент, а реально описывает факт. Так вот, вот это вот гений лесной войны проявился у Шоиб Моллы при событиях 1842 года. Здесь мы соприкасаемся с личностью Граббе. Генерал Граббе это тот самый генерал, который в 1839 году разбил Шамиля в Ахульга
и вынудил его, собственно говоря, сбежать к чеченцам, после чего он стал имамом Чечни. И в 1842 году Грабба, несмотря на то, что все отговаривали его от этих действий, предупреждали его о том, что это очень опасная затея, решил непосредственно через Ичкерийский или Новшмохпольский лес отправиться к столице имамата и в очередной раз разбить, если удастся, захватить имама Шамиля. И здесь опять же проявляется гений Шуайба. Дело в том, что параллельно с отрядом Граббы был еще один царский отряд направлен в Горный Дагестан, и Шамиль сам отправился в Дагестан, а чеченский фронт, скажем так, оставил на Шуайб-Муллу. Что делает Шуайб-Мулла? В первую очередь, какая доктрина тогда была, какая тактика применялась тогда? Поскольку противник должен был преодолевать лесной массив, ему устраивали завалы, то есть просеки. Это небольшие узкие такие дорожки, прорубленные в лесном массиве, через них перемещались в войска. И для того, чтобы создавать ему препятствия, делали засеки, то есть рубили дрова, деревья, заваливали их, вот эти вот завалы использовали. И обычно что происходило? Чеченские ружья, они были нарезные, ствол был нарезной, соответственно, стрелял он дальше, соответственно, стреляли более метко эти ружья. Но перезарядка этих ружей была намного длительнее, чем у вооружения, которое было у царских солдат. И поэтому, что обычно происходило? После первого залпа чеченцев, пока чеченцы перезаряжали свои ружья, обычно сразу же в штыки их брали русские солдаты и наносили максимальный урон. И в этой ситуации какое действие предпринимает Шуайб-Мулла? Во-первых, как предисловие, самая главная тактика, доктрина, война на рассеивание, которая использовалась Шуайб-Муллой, и считается, что она все еще не полностью изучена, освоена. Когда противник вот по этим узким просекам он двигался, естественно, он должен был растянуть свое войско. В войске мы знаем, есть авангард, передовая часть, арьергард, последний, конец колонны, есть основной отряд, который посередине движется. И что применяли воины под руководством Шуайба-Муллы? Они врезались в центральную колонну и предпринимали все усилия для того, чтобы сначала разбить этот отряд на две части. После этого продолжалось дробление отряда, и очень в практике применялось отделение арьергарда, то есть конец, хвост этой колонны, особенно его отделяли и потом фактически расправлялись с ним. То есть он оказывался в изоляции от основного отряда. Основной отряд отвлекался постоянными нападениями, чтобы он не мог отправить подмогу в хвостовую часть колонны. И фактически, вот, оказавшись в окружении, этот арьергард, он зачастую уничтожался или подвергался страшному урону. И вот эта война на рассеивание, как бы, это тактика, которая применяется при Шуайб-Мулле. И что еще? Тактика кинжальных, допустим, атак. То есть это группа смельчаков бралась, и они после первого залпа сразу же переходили к кинжальному бою, то есть врезались в колонну и начинали рукопашный бой. В этой ситуации враг, который, вот, если представить себе узкая просека, колонна, которая двигается, ей очень тяжело переориентироваться, там, услышать, привлечь внимание офицера, там, поменять позицию и так далее. В этой ситуации чеченцы врезались, начинали рукопашный бой и вносили суматоху и сумятицу в войске. Это очень широко применялось для того, чтобы отвлечь противника, использовать фактор внезапности для достижения каких-то оперативных целей. Есть еще, допустим, снайперские отряды, так называемый свинцовый дождь, который применяли. То есть противнику давали преодолеть на определенное количество расстояния после того, как вот хвостовая часть отошла, за кронами широких вековых деревьев чеченские снайперы, именно самые меткие стрелки с самыми лучшими ружьями, они устраивали засаду и просто проливной дождь свинцовый организовывали, то есть постоянно обстреливали противника. То есть это тактика свинцового дождя, снайперские отряды такие, скажем так. Все это в совокупности играло очень важную роль. И вот, возвращаясь к нашим завалам, вот
Эта тактика в дальнейшем, кстати говоря, использовалась имамом Шамилем после того, как в 1844 году погиб Шуайб Мулла. Уже на следующий год, в 845 году, состоялась Даргинская экспедиция графа Воронцова. Опять же, поставлена была задача захватить столицу имамата. И вот имам Шамиль пользовался именно вот той доктриной лесного боя, тактикой рассеивания, которую применял, которую разработал, полностью оформил ее Шуайб Мулла. То есть она была крайне эффективная. И вот, возвращаясь к нашим завалам, вот представьте себе, вот мы сказали про ружья, что чеченские ружья были нарезные, благодаря этому и дальность, и меткость стрельбы она улучшалась, но они тяжело перезаряжались, то есть требовали больше затрачивания времени. Значит, в царских войсках у солдат ружья были меньшей дальности, меньшей меткости, но быстро перезаряжались, а в ближнем бою-то это опасная ситуация. И что происходило? Вот как обычно было до того, как состоялась экспедиция Граббе в 1842 году. В 1842 году Граббе, как мы сказали, поставил себе задачу захватить столицу. И когда противник двигался, обычно как было? Вот были завалы чеченские, чеченцы давали первый залп, хотят они этого или нет, вот царские солдаты, они были вынуждены принять на себя этот меткий выстрел, этот первый залп чеченцев, то есть определенное количество людей сразу умирало, но сразу же после этого, не тратя времени, со своими штыками, а это было, кстати говоря, преимущество, у русских солдат были штыки на винтовках, они сразу же двигались в штыковую и фактически поднимали на эти штыки своего противника, если тот не успел отойти или же не дал рукопашный бой. Так вот, что сделал нового в этой ситуации? Как из этой ситуации вышел Шуайб Мулла? Вот представьте, солдаты, которые ранее не сталкивались с тем, что будет дальше происходить, то есть они знают, вот есть закономерность. Сейчас чеченцы дадут первый залп, вот у нас сейчас поляжет определенное количество людей, сразу после этого мы со штыками идем на противника. И так и произошло. Офицеры всегда были впереди, они вместе со своими солдатами побежали, взяли завал, чеченцы оттуда сразу же отступили, которые дали первый залп свой. И что происходит? Оказывается, Шуайб Мулла сразу же после первого завала сделал второй завал, потом после второго третий завал, после третьего четвертый, то есть по несколько завалов, которые буквально вот друг на друге, как грибы после дождя, они были, устраивались ими. И в итоге та группа, которая вместе со своими офицерами взобралась и одолела вот эту высоту, первый завал, который они взяли его, сразу же, как только они появлялись на виду, опять же, чеченцы со своими меткими стрелками и со своими ружьями сразу же уничтожали эту группу, которая брала этот завал. И это повторялось неоднократно. А мы знаем, что Ичкеринская экспедиция, она огромный урон нанесла по отряду Граббе. Для отряда Граббе это был шок. Не только не смогли достигнуть цели, не только не смогли добраться до столицы имамата, но еще и были вынуждены двигаться обратно с огромнейшими потерями. Это большое количество раненых, которые они везли, и последствия это были страшнейшие. То есть Ичкеринское сражение 1842 года и Даргинское сражение 1845 года это была супер военная школа и для царской военной машины, и для чеченцев, и вообще для горцев Северо-Восточного Кавказа. Огромный опыт был, и все его, конечно, я полагаю, в определенной степени усвоили, но в первую очередь заслуга здесь, опять же, Шуайб Муллы, который разработал вот эту вот доктрину лесной войны, назовем ее так, которая состояла из тактики кинжальных боев, из тактики рассеивания противника, из тактики новой системы завалов. И, кстати говоря, здесь мы переходим к личности Талхига Шалинского, еще одного выдающегося предводителя военного чеченцев. И в чем здесь его заслуга заключается? Дело в том, что вот на этих вот завалах организовывались, значит, батареи. То есть оружейные батареи, пушки чеченские. Вообще, как имамата Шамиля пушки. И в чем особенность заключалась?
ту доктрину, ту тактику, которую использовал Талхик в артиллерии, ее в последующем стали называть тактику кочующих батарей. То есть вот представьте себе, это огромное орудие, которое было обычно у царской России. Оно требовало для того, чтобы организовать обстрел, его нужно было сначала создать определенную позицию. Если человек занял эту батарею какую-то позицию, то это надолго. То есть сделать, допустим, несколько залпов, свернуть эту батарею и отойти, это было очень тяжело и нереально в условиях текущего боя. Чем отличалась чеченская артиллерия? Артиллерия Талхига отличалась она как раз таки тем, что она была мобильной. Поэтому и считается, что первая кочующая артиллерия, она создана во-первых, горные артиллерийские батареи и тактика кочевания, то есть перемещения, она была применена им. Орудия были более легкие на вес, они были на лошадиной упряжке. И вот как только вот устроили на завале, допустим, батарею, обстреляли противника, несколько раз дали залпы, сразу после этого эта батарея сворачивается и артиллерия переходит на другую позицию. А как обычно было вот во время сражения, если откуда-то доносится залп артиллерийский, то туда сразу же отправляли отряд драгунов, то есть какой-то конный отряд, чтобы немедленно уничтожить эту позицию, ведь артиллерия, она очень сильный урон наносит. И что происходило, когда царский конный отряд настигал место, откуда велся артиллерийский огонь, батарею они там не заставали, то есть их уже не было. И в этом смысле и кавалеристы, которых нужно беречь, и они под удар попадали, и артиллерия была спасена. И вот эта вот тактика, она очень серьезную роль тоже сыграла. И опять же, тактика кочующей батареи, она вот была впервые применена Талхигом. И в рамках, естественно, вот той большой доктрины военной, которая была разработана Шуиб-Муллой Цунтароевским. И еще, кстати говоря, тоже важно, вот Талхига, помимо того, что вот канониры, кстати говоря, люди, бойцы, которые обслуживали артиллерию, это зачастую были беглые русские канониры-перебежчики. То есть, что очень важно понимать, здесь никакого какого-то этнического момента не было вообще. Здесь была какая-то идейная свобода, там были и беглые поляки, и беглые русские, и беглые казаки-перебежчики, разные люди, у них были свои поселения и кварталы, там рядом с казиноем поселения, введено какие-то кварталы. И впервые тоже, вот, чем наносил урон Талхик своей артиллерии, ночные атаки производились. Это тоже очень большое новшество было, потому что артиллерия в ночное время, чтобы она наносила какие-то удары для массивной, крупной царской артиллерии, это было в тот период еще нереально. То есть вот то, что вот можно сказать, коротко, если говорить. Вот, кстати говоря, я могу зачитать цитату уже упомянутого нами Павленко. Это будет интересно. Вот по поводу, касающейся личности Талхига и его новшеств. Вот я цитирую. Талхиг, уже до этого хорошо известный русским за крепкого военачальника, теперь превзошел себя. Впервые показал он в бою горскую артиллерию, укомплектованную беглыми русскими канонирами. Она работала мастерски и, что самое удивительное, даже по ночам. То есть это такой в художественной форме он передает ту атмосферу, которую сумел обнаружить, исследуя документы и опрашивая современников. А Павленко, кстати говоря, что это очень важно, работал в 20-30-е годы на территории Северо-Восточного Кавказа, приезжал и непосредственно с современниками событий Кавказской войны времен имама Шамиля он беседовал и собирал материал. Для нас это принципиально важно, поскольку это в других вопросах тоже касается. Завершая, скажем так, вот наш топ самых беспрецедентных каких-то решений, как мы говорили, да, кроме тактических каких-то действий, решений, которые были осуществлены чеченскими военными предводителями во время войн, обязательно, конечно же, должен быть упомянут Байсангур Бенуевский. Дело в том, что мы знаем, что различные слухи, сейчас целая группа людей вот, существует, которая пытается
полностью свести на нет эпизод из истории, в котором описывается прорыв Байсангура Биноевского из Гуниба. Вот, дескать, он не упоминается в Гунибе, а, дескать, прорыв не был возможен, потому что там полностью закрыто в кольцо было укрепление Гуниб и так далее. Но дело в том, что на сегодняшний день вот у нас помимо преданий, которые имеются не из чеченцев, я говорю о тиндинских, значит, о потомках, допустим, тиндинского наиба, об андийских преданиях, которые описывают, допустим, в одном из материалов говорится, что у андийцев есть или бытовало выражение «строптивые, как чеченская лошадь». И вот там дальше объясняется, что связано это с тем, что чеченцы, когда пробились из Гуниба, вот, лошади, которые всадники, пробиваясь и через кольцо противника, они погибли, они упали некоторые там, а лошади это продолжили движение вместе с остальными всадниками, выжившими чеченцами. И вот эти лошади потом были отпущены перед тем, как вернуться в Нохчмах, в Ичкерию. Это территория современного Наживиртовского Веденского района. Перед тем, как вернуться обратно, они отпустили лошадей, говорится. И эти лошади потом их пытались приручить, их пытались оседлать местные жители. Но многие из них не поддавались. То есть уже стали одичали, они уже жили в дикую. И вот про этих лошадей у андийцев было принято говорить строптивые, как чеченская лошадь. Про какого-то человека, если он не поддается тому, чтобы приручить его, грубо говоря. Так вот, это одно. Есть лакские предания о Байсангуре Биноевском. А мы, кроме этого, еще раз повторяюсь, есть материалы, в которых со слов очевидцев и участников Кавказской войны времен имама Шамиля записаны были собранные материалы. И когда такой объем информации накапливается, который свидетельствует в пользу того, что Байсангур Биноевский действительно прорывался через Гуниб и вырвался в Чечню, несмотря на это, когда пытаются полностью нивелировать эту тему, то есть затуманить ее, свести к тому, что этого не было и в помине, создается впечатление, что весь этот набор материалов, этих фактов свидетельствует, проявляет признаки социального заказа.